Начинаем 7-й выпуск нашего проекта «Разбуди в себе бурятский язык». Напоминаю, что на моем YouTube-канале создан специальный плейлист, в который выкладываются все выпуски этого проекта в хронологическом порядке. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, осваивайте вместе с нами бурятский язык, а мы начинаем. Итак, друзья, в прошлый раз мы с вами договорились о том, что сегодня мы возьмем наиболее распространенную форму прошедшего времени бурятского глагола. Мы уже познакомились с формой прошедшего времени на ба, бо, бе, а сегодня возьмем более распространенную. Итак, мы с вами уже знаем, что все отглагольные формы, в том числе и временные формы глагола, образуются от основы глагола. Вот так выглядит основа бурятского глагола со значением «спешить». Если мы добавим здесь окончание, то есть согласную «х» и гласную «а» из корня, то у нас получится «ярх». То есть причастие, качество или свойство, оно нам уже хорошо знакомо. Но в этот раз мы добавим другое окончание, которое выглядит просто как добавленная гласная из корня, то есть гласная «а». Итак, у нас получилось слово «яра». Для того, чтобы понять смысл употребления этого причастия, нужно добавить определяемое им слово. Давайте добавим слово «хум». Получается «яра хум». Теперь переводим все словосочетание. Хум – это у нас человек. Теперь вот это окончание подвергаем прямому переводу на русский язык. Обладающий признаком по совершаемому действию спешить. То есть человек, обладающий признаком по совершаемому действию спешить, или спешащий человек. Вот это причастие яра в грамматике называется причастием настоящего прошедшего времени. Я его называю причастием несовершенного вида, поскольку, на мой взгляд, это название больше отражает его суть. Сразу скажу, что это причастие в современном бурятском языке не так часто используется. Чаще оно используется в таких вопросительных предложениях. Например, в проекте Хошунзува разговаривают два приятеля, один удивлен поведением другого, то, что он куда-то спешит, и задает ему вопрос. Хэша, то есть куда же, яра хум бейневши. Куда же ты, спешащий человек, если дословно. Но мы с вами знаем, что в разговорной речи глагол «вейна» чаще всего опускается, поэтому мы его сейчас возьмем в скобки. И в результате получается «хэйша яра хумши». То есть вот эта буква «н» сливается с вопросительной частицей «б» и получается «хумши». Ну, давайте возьмем еще один пример из того же проекта. Один собеседник говорит другому «ю хара хумши». Хара – это наше причастие, которое образовано от глагола с основной формой хара, то есть смотреть. Итак, ю – это что, или можно перевести чё. Итак, чё ты человек смотрящий. Чё ты смотрящий человек, ну или по-простому, чё ты смотришь. И давайте для закрепления возьмем еще один пример. Там коллега удивлена поведением своего другого коллеги, тем, что он читает газету, в отличие от своего обычного поведения, и задает ему вопрос. Яатра газету умшавши. Яатра – это можно перевести как чего, газета – понятно. Вот умш – это основная форма глагола со значением читать. Это у нас окончание нашего причастия несовершенного вида. Б – это вопросительная частица, ну и ши – это ты. То есть можно перевести как «чего газету читаешь?».
Обратите внимание, что в данном случае вот это наше слово «хум» выпало полностью, но тем не менее смысл вопроса сохраняется. То есть можно было бы сказать «Яатра газета уншенувши», но то есть использовать форму настоящего времени глагола унша. Но это был бы менее гораздо эмоциональный вопрос, а когда мы используем причастие, у нас получается наполовину вопрос, наполовину восклицание. Такое несколько удивленное восклицание. Я сказал о том, что это причастие не так часто используется в разговорной речи, но гораздо чаще оно используется в своей вторичной роли, то есть в роли глагола. Для того, чтобы показать, как от этого причастия образуется глагол, рассмотрим опять же наше любимое слово «ушур». «Ушур», то есть случай, ситуация, положение дел и так далее. В сочетании с причастием «ере», которое образовано от основной формы глагола «ере» со значением «приходить», «ере ушур» можно перевести как случай, обладающий признаком, связанным с действием «ере», то есть «приходить». То есть это случай прибытия. Случай прибытия без акцента на совершенном действии. Теперь рассмотрим, продлим дальше наше это словосочетание, добавим к слову «ушур» уже известное нам окончание «т». Получается «ере ушур т». Мы с вами помним, что такие слова «дурте», «анате», «хрите», они начинают уже выполнять роль определения. Соответственно, после слова «ушур т» нам опять же требуется определяемое слово. Давайте возьмем тоже слово «хум» или «человек». Получается «ере ушур т хум». То есть, дословно, человек с случаем прибытия. Теперь, друзья, вспоминаем о том, что бурятские конструкции очень любят сокращения. И в частности слово «ушур» очень любит выпадать, поэтому мы его сейчас уберем, но при этом сохраним вот это падежное окончание «т». Для того, чтобы падежное окончание «т» соединить со словом «ере», мы должны вот эту гласную в окончании подстроить под гласную в корне. Поэтому эту букву «а» я убираю, добавляю сюда «э» и соединяю наше слово с окончанием. Получается «ере т хум». То есть смысл остается тот же, прибывший человек. Теперь сокращаем нашу конструкцию дальше, убираем, определяем слово «хум» и убираем падежное окончание. И у нас с вами получается «ере». «Ере» – это уже глагол со значением «пришел». То есть, допустим, сюда можно добавить подлежащее «би». Куда пришел? Домой, к себе домой, да? «Бигте ере». И мы получили полноценное предложение «я пришел домой». Мы говорили о том, что вот эта форма используется с отрицанием, в отличие от формы на ба, б, б. Давайте возьмем простейшее предложение. Допустим, «алдыр ерегуй». «Алдыр ерегуй» означает «алдыр не пришел». Итак, друзья, вот эта форма «ере», «хара», «яра», используясь в форме глагола, она передает значение действия в прошедшем времени. Но для того, чтобы полнее ее понять, все, как говорится, познается в сравнении, давайте сравним ее еще раз с той формой, которая заканчивается на ба, б, б, то есть «ерв». Для этого мы еще раз подчеркнем, для чего используется форма «ерв». Есть такой замечательный проект «Говорите по-бурятски». Там один из выпусков называется «Невестка», в котором русская девушка говорит на очень красивом бурятском языке. Сюжет по сюжету. Семья ждет, когда внук приведет невестку, чтобы познакомить с ней. И
дедушка, когда слышит, что молодые люди пришли, он произносит фразу «п-ерв». То есть он говорит именно «ерв», а не «ере». Таким образом, используя вот эту форму на ба, б, б, он подчеркивает совершенные действия. Именно это было важно в тот момент, что вот они пришли. И в то же время это совпадает одновременно с тем, что они пришли только что, и, соответственно, здесь используется форма «ерв». Можно, конечно, использовать и форму «ере», но тогда язык в данной ситуации немножко потеряет краски. Он будет звучать не так акцентированно, не так уместно, как «ерв». Итак, друзья, мы можем с вами подвести итог сегодняшней нашей встречи. Сегодня мы с вами взяли еще одно причастие несовершенного вида. В грамматике оно называется причастие настоящего прошедшего времени. Рассмотрели, как от него происходит форма глагола прошедшего времени и сравнили его с уже известной нам формой на ба-бо-бе. Друзья, осваивайте вместе с нами бурятский язык, подписывайтесь на мой YouTube канал. Дахилом затра, варьте.